Использование земель селения Насыркорт, расположенных вдоль автодороги «Кавказ», обсудили на правительственном заседании. У инвесторов, строящих там объекты, периодически возникают споры с некоторыми местными жителями, которые считают себя собственниками этих земельных участков. В свое время, пользуясь служебным положением и связями, они брали эти земли в долгосрочную аренду, но не использовали их по назначению. Власти республики приняли решение изъять их и передать инвесторам под строительство социальных объектов. Цитирую, «Никто больше в щадящем режиме с ними разговаривать не собирается. Сегодня мы намерены поставить точку в законности по этому вопросу», заявил Юнусбек Евкуров в ходе заседания. Он поручил земли, используемые не по назначению, изъять и передать в ГУП Насыркортское. Совету безопасности было дано указание совместно с правоохранительными органами разобраться во всех случаях вымогательства у них денежных средств со стороны так называемых хозяев этих земель и жестко пресекать. Крайне странно, когда группа лиц делит государственную землю и лезет в государственное имущество. И никто из власти не может там их остановить на каком-то пути, объяснить, что это не ваша земля, это государственная земля. И куда ни посмотришь, одни и те же везде. Я, к примеру, устал уже от всего этого. Нету ни одного, вот я сколько помню, что на Айбегу, что в Назране, что в Малгобеке, что в Сурхахах, куда бы ни ходили, где бы что ни строили, обязательно появляются. Это наша земля, мы в 2004 году купили, мы в 1997 году купили, здесь когда-то наши предки жили. Не то, что в радиусе, там, где человек живет, по всей республике. Ну так же не бывает. Здесь я больше обвиняю здесь в этих вопросах и Министерство имущества, и профильное министерство, чья земля, то ли это Минсельхоз, то ли другие министерства. Поэтому попрошу жестко на эти вещи реагировать. Еще одна проблема. Как что-то происходит, вроде все жалуются, а написать заявление не могут ни в прокуратуру, ни в МВД. Начальники ГОВОДа, РОВОДа, прокуроры районов, городов, даже если нет заявлений, надо эти общие настроения людей видеть, чувствовать. Не по тому, как уже что-то произошло, работать, а чувствовать эти настроения. И если даже уже где-то, если даже уже это засветилось, тем более беседы проводить с этими людьми. Есть одно пригласить на беседу. Мы же закон не нарушаем, так нет? Если пригласили на беседу. Предупредить под роспись. Что-то противоправно, что-то незаконно.